2021 объявлен годом науки и технологий. Сегодня перед учеными стоят сверхважные задачи в различных сферах научной деятельности. От биотехнологии до гуманитарных вопросов. Приоритетных направлений множество. Об этом говорил ректор Северо-Остинского госуниверситета Алан Угоев на встрече с журналистами. Предстоящий год обещает быть насыщенным. В университете разрабатывают план научных мероприятий, конференций и конкурсов. Северо-Остинский госуниверситет планирует провести ряд знаковых конференций по различным направлениям и завершить подведение этого итога большим гала-концертом в октябре месяце, приурочив данное мероприятие к юбилею, 100-летнему юбилею Северо-Остинского госуниверситета, который был в 2020 году, но по причинам пандемии мы не смогли его провести. Поэтому год будет в Северо-Остинском госуниверситете достаточно насыщенный. Мы будем принимать наших коллег и проводить научные конференции, план который будет согласован с Министерством образования и науки Республики и, надеюсь, утвержден на правительстве Республики. Один из главных акцентов решено сделать на поддержку молодых ученых. В знаменательный год в Северо-Остинском госуниверситете учредили первую премию для молодых ученых «Бесконечность». В День российской науки во Владикавказе чествовали лучших исследователей. Первым обладателем премии стал Петракис Чаликиди. Старший научный сотрудник Центра тонкого органического синтеза занимается фундаментальным исследованием в области химии фурана. Процесс длительный, но имеет практическое значение в сельском хозяйстве. И это является уже продолжением долгой работы, которая ведется на кафедре. Сейчас мы работаем в научно-исследовательском центре, открылся у нас центр тонкого органического синтеза. Основное направление – это получение полезных веществ, которые синтезируются из химического сырья, полученного из отходов сельской промышленности, например, из отходов кукурузной промышленности. Это довольно-таки актуальная тема, так как Северная Осетия входит в топ-5 регионов по производству кукурузных и ее сопутствующих компонентов. Также Алан Угоев отметил, что каждый месяц университет тратит 2 миллиона рублей на стимулирующие выплаты преподавателям. Самая большая надбавка к основной зарплате одного профессора может составлять 90 тысяч рублей в месяц. Сама зарплата варьируется от 21 тысячи до 80 тысяч рублей и зависит от наличия научной степени и звания у преподавателя.